Очень много можно сказать по обуви о человеке. Судить можно. Если чистая обувь, это значит опрятный человек. Если грязная, то не очень. И вообще обувь – это лицо человека. Небольшое помещение в подвале, мастерская Ильи Владимировича. Здесь они с сыном реставрируют старую и шьют новую обувь. Эти туфли я сам делал. 2 года им уже. Илья стал обувщиком еще в советское время. Работал на местной фабрике «Чолпон». Потом союз развалился, и на память остались только колодки. Их мастер и использует в своей работе. С любой фотографии, с любого журнала повторить можем, в принципе. Делаем ортопедию, там многие женщины там с больными ногами, косточки. Все это мы делаем. Вот даже пуанты пришлось сделать. Павел, старший сын Ильи Владимировича, в основном занимается реставрацией одежды. Отец не захотел, чтобы он стал сапожником. Но разве можно, находясь рядом, не иметь дела с обувью? Еще занимаюсь такой вот дополнительной работой. Привозят нам такие национальные сапожки из чистой шерсти. Наклеивают сюда подошву, чтобы, наверное, было удобнее ходить. Это танцевальные сапожки, наверное, в театры куда-то или в какие-то... В основном заказывают то, что модно, и Илья Владимирович следит за всеми тенденциями обувного дизайна. Мода меняется постоянно. Люди меняются, настроение у человека меняется. Сегодня она хочет остроносые, а ей уже приелись, она уже хочет завтра тупоносые. Поэтому я, сидя здесь в подвале, через меня проходят здесь сотни людей. Мне приятно, когда женщина, как дети, радуются. Ой, как красиво, как хорошо. И каблучки, что ли, покрасили? Ну, конечно. Молодец. Умница. Это ремешок. Ага. Когда любишь свою профессию, оно и все получается. Красиво, изящно и качественно. За особое качество и платить надо по-особенному, поэтому заказчики в основном люди обеспеченные. Которые с деньгами, которые могут себе позволить не китайский купить там за 1000 сомов, а заказать за $100, за 150, за 200, за 300. Ходить в качественной обуви и не в дермантиновой, а на натуральной коже. Вот у нас висит же кожа, мы показываем все, свою работу, гарантию даем, текущий ремонт бесплатный. Илья Владимирович любит рассказывать о своей работе, особенно о тех клиентах, кто оставил след не только в его памяти, но и в истории страны. К примеру, бывший глава коммунистической партии Киргизии Турдакун Усубалиев. 23 года простоял в руле. Я ему делал туфли. Я тогда еще был молодым. Вот, и была такая фабрика «Чолпон» у нас. А он был патриот. Он носил отечественную обувь. И вот мне дали заказ. Я ему делал туфли, 38 размер. Илья к каждому заказу подходит индивидуально, тратит массу времени на то, чтобы подобрать все необходимые детали. Что-то можно найти сразу, но чаще материалы приходится заказывать. С России, там у меня у сына друг, вот он нас снабжает кожей. Итальянской, немецкой. Ну, упаковывайте на боечки. Дома Илью Владимировича ждет семья, любящая жена и дети. Вместе они строят планы на будущее, в котором Илья абсолютно уверен. Ведь благодаря своей профессии он будет востребован всегда. Все в этом мире взаимосвязано. И пока будет человек существовать, он будет носить обувь.